Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. С 15 октября в республике вступило в силу распоряжение президента об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Контроль над исполнением предписанных правил возложен на личный состав подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел совещание, обсудил с руководителями ответственных служб вопросы проведения информационно-профилактических мероприятий. Об этом материал пресс-службы МВД. Обеспечение соблюдения установленных отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции осуществляется МВД Абхазии. По данному вопросу министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел совещание с заместителями, руководителями подразделений Центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел. Министр обозначил вверенным подразделениям направление проведения информационно-профилактических мероприятий, а также контроля и обеспечения исполнения введенных ограничений. В частности, Дмитрий Дбар поручил начальникам ГОР-УВД взять под личный контроль деятельность свадебных залов и иных помещений для проведения массовых торжеств. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ответственно за соблюдение установленных норм деятельности на объектах розничной торговли, общепита и всех предприятий, работающих в сфере контактных услуг. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом возложен на подразделения госавтоинспекции МВД. Патрульные службы проводят работу по информированию граждан о необходимости соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. МВД Абхазии будет принимать все силы по обеспечению исполнения установленных мер в целях защиты здоровья населения республики, и граждане с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, так как все обязаны сохранить здоровье близких и свое собственное, отметил Дмитрий Дбар. Также министрам были даны ряд служебных указаний по информационному обеспечению деятельности органов внутренних дел и распоряжения по внутреннему распорядку ведомственных подразделений. Назначены ответственные по контролю за их исполнением. Сотрудники ГАИ и УВД столицы провели рейд в Агуи на Сухумском центральном рынке, чтобы выяснить, соблюдаются ли там предписанные правила безопасности. Смотрите репортаж Шазины Ханагуа. С утра сотрудники государственной автоинспекции УВД города Сухум проверяли, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические предписания в Абхазском государственном университете. Здесь профилактическую работу проводили две группы. Одна работала внутри учреждения. Распространение вируса. Поэтому надо отнестись ответственно, в масках. Естественно, слушать преподавателей. Тяжело? Нет. Не должно быть тяжело. Хорошая учеба. Руководство вуза принимает все необходимые санитарные меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Все студенты соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Мы соблюдаем масочный режим, соблюдаем все правила, на лекциях сидим в масках, у нас дистанция, то есть все меры соблюдаем. Другая группа сотрудников ГАИ и УВД работала на улице, проверяя подъезжающие маршрутные такси на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров. Вы предписание мэрии города знаете. А я говорю, ну кто верит? Ну вот переднее сиденье не должно быть у вас вообще посадки. Почему вы ее позволяете? Вы можете дверь заблокировать, чтобы не садиться. Затем сотрудники госавтоинспекции управления внутренних дел продолжили проверку на Сухумском центральном рынке. Здесь есть остановки общественного транспорта по всем направлениям. Согласно новым правилам организации перевозок пассажиров, рассадка людей должна осуществляться в шахматном порядке. Это означает, что каждое сиденье рядом с пассажиром должно быть свободным. Однако установленным правилам следуют не все граждане. В замкнутом пространстве распространения данной инфекции вероятность возрастает в разы. Будьте добры, пожалуйста, если садитесь в общественный транспорт или имеете при себе санитайзер или одевать перчатки. Пожалуйста. Уважаемая гражданка, вы находитесь в группе риска. Вы должны сидеть. Вот, на этом сиденье вы одни. Можете, пожалуйста, вы пересесть? Будьте добры, вы помладше. Пропустит она вас, конечно. И вы
Здесь все наглядно для вас. Все для вас, все наглядно, все видно. А то тесно И очень. вы, девочка, пожалуйста, давайте и помоложе тоже. Рейдовые мероприятия в основном проходят в часы пик. Сотрудники ГАИ проводят с пассажирами профилактические беседы, призывают граждан к ответственности, проверяют наличие масок, требуют исполнения норм рассадки, соблюдения социальной дистанции. Вы все вот здесь в группе риска, потому что так сидеть нельзя. Понимаете? Ну, подождите, достаточно машин, слава богу. Мы уже оплатили. Вот сейчас троллейбусов нету, вот 7 часов вы посмотрите, как маршрутки едут. Даже на голову сажают некоторые. Поняли Вот, проблему. а Будем щас дальше здесь с просто гаражом, все. администрацией города, с транспортным управлением решать эти вопросы. Но вы должны же осознанность проявлять в свою очередь. Ну подождите 10 минут, ну поберегите себя. Ну вот мы сядем 10 минут, никого нету, а по дороге он набирает и на голову почти стоя едут. И что? А толк какой, что мы в 10 минут ждем? Что касается водителей общественного транспорта, то им предписано в обязательном порядке пользоваться масками и перчатками. В соответствии с распоряжением города Сухума у них у всех должна быть вот такая рассадка шахматообразная, к сожалению, которая пока нарушается, в каких-то случаях соблюдается. Ну, я думаю, что еще несколько дней таких мероприятий люди поймут, осознают. Также перед выездом на маршрут при получении путевого листа в гараже мы проверили у каждого владельца маршрутного такси, автобуса, троллейбуса, вот есть вот такой путевой лист, если вы обратите внимание, где муниципальное управление санитарной администрации города Сухум СЭС проводит дезинфекцию, где инспектор ставит свою печать, что он продезинфицировал машину, подпись на путевом листе. Вот мы проверяем, есть ли вот свежая пометка о том, что сегодня с утра машина была продезинфицирована и вот выехала на маршрут с учетом этих мероприятий. Распоряжением главы администрации Сухума Беслана Эшба водители должны остановить транспортное средство в случае несоблюдения пассажирами масочного режима. Если же будут выявлены нарушения предписанных правил, то водители подвергнутся дисциплинарному взысканию. Беслан Эшба лично принял участие в рейдовых мероприятиях, проходивших на центральном рынке. Я просто хочу, чтобы вы поняли, это не наш каприз, это забота о вас в первую очередь. Профилактические мероприятия по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будут проводиться ежедневно во всех районах республики. Шазина Ханагуа, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. Глава столичной администрации Беслан Эшба в рамках инспекции Сухумского центрального рынка проверил, как соблюдается предписание санитарно-эпидемиологической службы на всех объектах торговли. В целом мэр остался доволен результатом проверки. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. Глава столичной администрации проинспектировал, как в местах массового скопления людей соблюдают введенные ограничительные меры в связи с коронавирусом. Он посетил центральный рынок и торговый комплекс «Сухум-Прибор». Здесь введен масочный режим, замеряют температуру и посредством громкоговорителя рекомендуют надевать маски и перчатки как продавцам, так и посетителям рынка. Также на входе торгового комплекса «Сухум-Прибор» посетителям предложены дезинфицирующие средства и бесплатные маски. Молодцы, очень приятно, что держите режим. Спасибо, и обязательно поддерживайте. И нам приятно, спасибо. Работники рынка жаловались мэру на отсутствие противовирусных препаратов в аптеках. Мы жалуются продавцы о том, что в аптеках, вот здесь даже на территории рынка, нету обычных лекарств, которые там, допустим, тот же парацетамол. Поговорите с владельцем. Если нет такой, возможности, мы готовы вам помочь. Я говорю от имени города. Хорошо. Поэтому все необходимое противовоспалительное должно быть, раз вы аптекой находитесь в таком месте. Хорошо? Да. В целом мэр остался доволен соблюдением мер предосторожности на рынке и отметил, что режим надо поддерживать. Беслан Эшба прокомментировал ситуацию, волнующую работников рынка. Будет ли закрыт рынок на карантин? Если, они будут поддерживать масочный режим, если нам удается поддерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на рынке в том плане, что каждый день производится дезинфекция, если этот режим мы выдерживаем, то большая вероятность того, что рынок продолжит работу. Но на случай ухудшения эпидемиологической ситуации наверняка какие-то меры будут предприниматься. Продавцы на рынке отнеслись с пониманием к ситуации и считают правильным принятые ограничительные меры. Каждый хочет не заболеть, и каждый понимает, в чем это дело. Прежде всего, от тебя зависит, чтобы ты кого-то не заразил. Но я считаю, что правильные меры. Пускай все соблюдают. Много больных.
Каждый день помещение центрального рынка и торгового комплекса «Сухум-Прибор» дезинфицируют. Мэр отметил, что большее внимание надо обратить на ношение масок на вещевом рынке, так как продавцы стоят очень плотно друг к другу. Средство у вас на входе стоит, я видел, поэтому с максимальным вниманием. Дезинфекцию проводите? Проводим, да, дезинфекция проводится В каком режиме? Каждый день проводится. Каждый день, после рабочего дня, да? Да. Охват идет всех помещений, не Всех, только торговых рядов? Всех. В супермаркете «Кормилица» и в торговом центре супермаркет «Сухум» ситуация такая же – работники в масках. Они отмечают, что в последние дни все больше посетителей в масках. Редкий случай, когда в очереди можно увидеть посетителя, пренебрегающего ограничительными мерами. Мэр посоветовал сотрудникам, контролирующим этот процесс, рекомендовать и посетителям надевать маски. Пару человек можно обратить внимание, которые не одевают. А так все носят маски. И даже обратите сами внимание, я сам не видел. 2-3 дня, как все покупатели начали носить маски. Глава столичной администрации также проинспектировал работу общественного транспорта. На автобусах и маршрутных такси уже появились памятки. Пассажиров, которые были без масок, просили выйти. Водители жалуются, что сложно нарушителя не пустить в автобус. У кого нет масок, выходите, пожалуйста, с автобуса. Я все понимаю. Мэр отметил, что за нарушение водители будут снимать с рейса и штрафовать. Один раз попадет кто-нибудь без маски, вы снимете с маршрута и встанете на штраф в АТП. Понятно? Закой, Закой. Сотрудники ГАИ продолжат контролировать соблюдение ограничительных мер в общественном транспорте. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Министерство туризма Абхазии рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в республику, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты. Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы при осуществлении экскурсионной деятельности также должны носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции. Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты. Минтуризма также призывает соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекции. Министерство туризма напоминает руководителям предприятий, предоставляющим услуги временного размещения, о необходимости выполнять рекомендации санитарно-эпидемиологической службы. На военном полигоне Цабал боевыми стрельбами завершились командно-штабные учения Министерства обороны Абхазии. В учениях приняли участие 3-я стрелковая бригада резерва Гулрыбского района, артиллерийская группа вооруженных сил Абхазии и бронегруппа 7-й российской военной базы. За ходом командно-штабных учений наблюдали министр обороны Владимир Ануа и командир 7-й российской военной базы Олег Синьков. Мы завершаем сегодня учение на полигоне Цабал. Это 3-й этап учения, заключительный с боевыми стрельбами. На этих учениях приняла 3-я бригада, это Гулрыбский район. Хорошо провели и приняли участие офицеры этой бригады, 3-й бригады, во главе командира бригады, героя Абхазии Чагава. За что мы все благодарны. По заключению, по разбору, все те, которые, отличились, естественно, будут сказаны фамилии, награждены. А сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки МВД. Покушающегося на грабеж Эшпа Лурана Гаревича, 1995 года рождения, жителя поселка Дранда, задержали сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел Гулрыбского района. Проникнув в спальную комнату частного домовладения в селе Бабушара, Луран Эшпа похитил документы, банковские карты, сотовый телефон и денежные средства потерпевшего, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан. Похищенное изъято, ведется следствие. Уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов и наркотического вещества возбуждено в отношении жителя города Сухум Адлиба Геннадия Эдуардовича, 1981 года рождения.
Пистолетные патроны, а также наркотическое вещество марихуана обнаружены и изъяты сотрудниками Управления уголовного розыска и специального отряда быстрого реагирования МВД совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел по месту жительства гражданина Адлиба в результате проведенных оперативных мероприятий. Расследование проводит отдел дознания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренних дел Ачимчирского района реализовали оперативную информацию, в результате чего на приусадебном участке гражданина Бутба Шамиля Георгиевича 1977 года рождения в селе Атара-Абхазское обнаружили и изъяли наркосодержащие корни запрещенного к возделыванию на территории Республики Абхазия растения конопли. В ходе дальнейшего осмотра территории домовладения в подсобном помещении сотрудники милиции изъяли хранимое в трубе старой печи наркотическое вещество марихуана. Гражданину Будба вменяется незаконное хранение наркотического вещества в крупном размере, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел Ачимчирского района. В отношении жителя села Атхара Гизердава Ахры Владимировича 1974 года рождения возбуждено уголовное дело по факту кражи чужого имущества. Последний, разбив стекло припаркованного у Центрального парка в городе Гудаута автомобиля, похитил личные вещи заявителя. Преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел Гудаутского района. Ущерб потерпевшему возмещен. Незаконно хранимое в крупном размере наркотическое вещество изъято у временно проживающего в поселке Абудзера гражданина Жирдева Станислава Ивановича 1959 года рождения. Сотрудники уголовного розыска Гулырыбского районного отдела внутренних дел в ходе реализации оперативной информации провели обследование жилища гражданина Жирдева, в результате чего обнаружили и изъяли наркотическое вещество марихуана. На момент задержания Станислав Жирдев и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Парламент Абхазии принимает участие в 33-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией на этот раз ее участники проводят мероприятия в онлайн-режиме. Репортаж Гугуцы Вардания. Вот уже 15 лет, как парламент Абхазии является ассоциированным членом Южно-Российской парламентской ассоциации. Ее участники встречаются несколько раз в год. Очередную конференцию из-за распространения коронавируса было решено провести в онлайн-режиме. В первый день за 8 часов работы было рассмотрено более 30 тем, касающихся вопросов государственного строительства, местного самоуправления, межнациональных отношений, науки, культуры, межпарламентских связей, спорта и туризма. Мы внимательно изучаем все материалы, все инициативы законодательные, всецело вас поддерживаем. Очень много вопросов, которые мы у себя принимаем на основании ваших инициатив. Нам очень приятно, что такие инициативы идут у вас снизу, и они жизненные, актуальные и совершенно необходимые для того, чтобы государство лучше функционировало. Спасибо большое за те предложения, которые внесли. Я думаю, что мы тоже, надеюсь, примем аналогичные вещи, потому что они очень актуальны. Дальше я хочу пожелать вам удачи в дальнейшей работе. Очень жаль, что мы физически не можем оказаться вместе с вами и увидеться, потому что это совершенно другое восприятие и понимание. Хотим передать большой привет Волгограду, который должен был, если бы возможность была, осуществить эту встречу. Надеюсь, что все-таки закончится эта пандемия, мы все увидимся и будем общаться вживую. Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики обратилось к Государственной Думе Федерального собрания России с предложением ужесточить меру уголовной ответственности за незаконное производство, реализацию лекарств и медицинских изделий. В рамках видеоконференции председатель парламентского комитета КЧР Хасан Хубиев обратился к коллегам с просьбой поддержать данный законопроект. Статистика, вы лучше меня знаете, очень ужасающая, хотя нам дают 6-8%. На фарм-рынке, значит, приходится на фальсификат, а другая статистика показывает, что смертность именно от этого фальсификата входит в 5
наравне с сосудистыми и так далее заболеваниями. И сегодня, если смотреть причину, только я лично думаю, что это в мягкости нашего законодательства. В некоторых странах, как вы знаете, в Индии это пожизненно, в Соединенных Штатах Америки, знаете, половина штатов пожизненно, половина это высшая мера наказания. А если взять штрафы до 200 миллионов долларов, а у нас, если в сравнении, если взять, то просто фальсификат, если фальсифицирует человек, то от 70 до 100 тысяч, а за ответственные лица там, от 100 до 600 тысяч. Я бы хотел бы предложить, чтобы штрафы были не менее 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей для таких компаний должна составлять, а повлекший за собой смерть двое и более лиц, чтобы это было пожизненно. Вопрос незаконного производства, реализации лекарств и медицинских изделий – один из важнейших на сегодняшний день, считает и депутат Абхазского парламента Алхаз Джинджолия. Настолько важные вопросы. Хочу сказать, что мы обязательно возьмем это на заметку. Особенно импонирует последний проект о ужесточении наказания за фальсификаты. Важнейшая тема на сегодняшний день. Очень интересный вопрос. И касаемый поддержки родителей, ухаживающих за детьми, инвалидами, обязательно возьмем в работу, и, наверное, это найдет отражение и в нашем законодательстве. Спасибо огромное за участие, за приглашение. В рамках первого дня работы видеоконференции выступили депутаты 8 парламентов, членов Южно-Российской парламентской ассоциации. 33-я конференция парламентской ассоциации завершится 16 октября. Гугу Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Москве простились с абхазским и российским общественно-политическим деятелем, доктором юридических наук, сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа, почетным профессором АГУКа Валером ордена Ахтапша первой степени Тарасом Шамба. Проститься с Тарасом Мироновичем пришли чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, представители московской абхазской диаспоры, общественные и политические деятели России, его соратники, друзья и коллеги. По случаю смерти Тараса Шамба соболезнования родным и близким выразили члены Коммунистической партии Абхазии и абхазских культурных центров Турции. В письмах отмечается, что жизнь Тараса Шамба была, есть и будет ярким примером служения Родине для многих поколений граждан Абхазии. Похороны Тараса Шамба состоятся в субботу 17 октября в селе Абгархук Гудаутского района. Траурный митинг пройдет во дворе родового дома семьи Шамба. Об этом сообщает Государственная комиссия по организации похорон. 10 заявлений инвалидов Отечественной войны народа Абхазии по оказанию им медицинской помощи были рассмотрены на очередном заседании правления Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Также на заседании председатель фонда инвалидов отчитался о проделанной за 9 месяцев работе. Репортаж Алики Трапш. Государственный внебюджетный фонд инвалидов оказывает финансовую помощь инвалидам в протезировании, санаторном лечении, дорогостоящих операциях, психологической и физической реабилитации. Раз в неделю проходит заседание правления фонда, где все вопросы, связанные с финансированием медицинского обследования и лечения инвалидов, решаются коллегиально членами правления фонда инвалидов. В состав правления фонда входят представители министерств здравоохранения, обороны, финансов, социального обеспечения и демографической политики, представители общественной палаты. В начале заседания членов правления фонда председатель фонда инвалидов отчитался о проделанной работе ведомства за 9 месяцев. Так, на лечение 221 инвалида войны фонд выплатил 5,5 миллионов рублей. На оказание медицинских услуг в клиниках 4 миллиона 938 490 тысяч рублей. Лечение в санаторно-оздоровительных комплексах выплачено на 77 человек 3 миллиона 746 тысяч. И приобретение медикаментов 25 миллионов 302 тысячи 484 рубля. Стоматологические услуги выплачено на 136 человек 5 миллионов 477 тысяч 679 рублей. Вот это все за 9 месяцев. А по положению за 2 месяца, да, мы уже отправили 41 человек. Это несмотря на пандемию. Ни одной задержки не было. Любой, кто обратился, мы сразу же отреагировали. Что
Чтобы получить финансирование на оказание медицинской помощи и лечения, инвалиды-ветераны войны обращаются в фонд с перечнем необходимых им услуг. После члены правления фонда раз в неделю проводят заседания, где коллегиально изучают обращения инвалидов. Заявления рассматриваются по мере поступления. На сегодняшнем заседании рассматривались 10 заявлений инвалидов войны по лечению за пределами республики, по стоматологическим услугам, по стационарному и санаторно-курортному лечению. Правление фонда попадает заявление уже со всеми перечнями документами, которые у нас прописаны в самом положении. То есть, если хотя бы нет одной из соответствующих документов, то заявление не попадает на рассмотрение в правление фонда. То есть, после того, как сформирован полный пакет, после этого уже выносится на решение правления фонда, уже, естественно, правление фонда принимает соответствующее решение, ссылаясь и то на данное положение. В ходе заседания члены правления фонда решили отложить на некоторое время рассмотрение заявлений инвалидов по санаторно-курортному лечению ввиду отсутствия в заявлениях расчетных счетов, а также ввиду нестабильной общей эпидситуации. Мы не хотим сами, чтобы наши люди ездили туда в связи вот что происходит. Мы видим, и так инфекция оттуда завозится, и еще вдобавок туда мы их отправим, и мы не уверены, что они с болезнью сюда не вернутся. Разговаривал с некоторыми людьми, которые там отдыхают, в связи с пандемией, если оно стоило рубль, сейчас стоит почему-то 5 дороже. И мы не хотим просто так, у нас в связи с бюджетом, совсем у нас тоже не такой высокий бюджет, что мы могли на одного человека там, на отдых, допустим, тратить 200-300 тысяч, мы не можем. Потому что у нас братья болеют, на самом деле больных много. Вот за 2 месяца мы 41 человек отправили. Хотя вот эта пандемия, проблемы и так далее. Но мы постарались отправить 41 человек, это который необходимо лечиться. Таким образом, было одобрено 6 заявлений инвалидов войны. На их лечение будет выделено 195 тысяч рублей. Не вижу никаких преград для оказания им помощи. Совместно с фондом, я думаю, добьемся хороших результатов. Что касается 4, которые должны были отправиться на санаторно-курортное лечение, но мы уже сказали, что чуть повременим. Кое-какие нюансы для нас важны, которые мы должны знать, и исходя из этого уже будем прорабатывать. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии проводит большую проверку архива и документации ведомства с целью выявления лжеветеранов. Как говорят ветераны, необходимость проверки возникла из-за того, что резко возросло количество людей, которые незаконно претендуют на льготы, предоставляемые фондом. Результаты ревизии фонд инвалидов огласит после окончания всех проверок. Алика Трапш, Алексей Баструков, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.